В эфире новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите сейчас. Якутское УГМС дало полный прогноз по вскрытию рек в Якутии. Когда ждать подвижек именно в вашем районе, расскажем через несколько секунд. Контролировать и заказывать откачку талых вод жители Якутска смогут через мобильное приложение. Рабочую версию обещают представить уже в этом месяце. Получить новую квартиру по программе переселения из аварийного или ветхого жилья теперь возможно в любом населенном пункте Якутии. Каков порядок подачи заявки, узнала наш корреспондент. Ледоход на реке Лени находится в 600 километрах от границы с Якутией. По прогнозу Якутского УГМС, вскрытие рек в нашем регионе произойдет на 1-3 суток раньше среднемноголетних значений. Вскрытие Лены в пределах Ленского и Алекминского районов ожидается 5-14 мая, в районе Якутска 15-16 мая. У поселка Сангары 19-21 в устьевом участке реки в последних числах месяца. В течение второй декады мая вскроются реки Алдан, Вилюй и ниже течение реки Амги, что на 1-2 суток раньше нормы. Ледоход на реках севера и северо-востока Якутии будет наблюдаться в третьей декаде мая и начале июня. Получить новую квартиру по программе переселения из аварийного или ветхого жилья теперь возможно в любом населенном пункте Якутии. Так, в этом году в столице региона новые квартиры получили 3 семьи из села Казачье Устьянского района. При этом они не являются собственниками, а их квартиры по месту жительства находятся на балансе муниципалитета. Каков порядок подачи заявки? В материале Саргаланы Неустроевой. Новый дом, в котором жители села Казачьего стали обладателями квартир, был введен еще в январе этого года. При этом, по словам застройщика, опередить срок сдачи удалось практически на год, благодаря чему заехать в новые квартиры можно прямо сейчас. Мы начали вот этот комплекс застраивать в 2018 году, начали устанавливать свайное поле, и весной 2020 года мы уже стали дома готовить на сдачу. Домостроительный комбинат каждый год участвует в программах переселения, то есть у нас и 203 квартал, и воинская часть, и здесь, то есть мы каждый год участвуем в программе переселения из ветхого аварийного жилья. Дом в Казачьем, откуда переедут новые жильцы, был признан аварийным 2 года назад. Обошлось без извечных тяжб. Здесь постаралась администрация района. Однако, как признаются жители аварийного жилья, в том, что они могут переехать в Якутск по программе расселения, верилось с трудом. Сказали, что аварийный дом, и мы получим в Якутске квартиру. Еще ничего не оформляли, мы просто копию паспорта дали, и все. Попросили нас. Ничего не говорили, мы просто сказали, в Якутске будет квартира, и все. Мы даже сами в шоке были. На сегодняшний день необходимо ликвидировать более 1 150 000 квадратных метров аварийного жилья в республике до сентября 2025 года. Так, чтобы стать участником программы, муниципалитету необходимо направить заявку в дирекцию жилищного строительства с уже готовым списком собственников. Механизмом реализации программы является, это у нас 4 способа. Это приобретение, у застройщика в строящемся доме, вот как пример вот этот дом. Приобретение у застройщика в введенном доме, приобретение квартиры на вторичном рынке и выплата возмещения собственникам изымаемых жилых помещений. Объемы, начиная с 2021 года, очень увеличены. Я имею в виду в части исполнения целевых показателей. До конца этого года мы должны ликвидировать еще плюс 215 000 метров, что накопительным итогом составит 325 000 метров аварийного жилья до 1 января 2022 года. В случае с нашими героями их квартиры будут находиться на балансе Устьянского района с возможностью дальнейшей приватизации собственникам. В очереди на жилье стоят еще 2 семьи, которые также получат квартиры в Якутске уже в этом году. Саргалана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. До конца года в каждой 5-й поликлинике будут доступны телемедицинские консультации. Об этом сообщили в Минздраве России. В сообщении сказано, что они хорошо показали себя в период пандемии и дают возможность ускорения процесса постановки диагноза пациентам с редкими заболеваниями. Каждая 5-я поликлиника будет предоставлять гражданам электронные сервисы на госуслугах, в том числе и телемедицинские консультации, до конца 2021 года.
Более 52 миллиардов рублей выделят в России в этом году на выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Средства будут предоставлены межбюджетным трансфертом по линии Фонда социального страхования. Также правительство выделило фонду 4 миллиарда 600 миллионов рублей на единовременную страховую выплату медработникам. Они выплачиваются в случае смерти медработника в результате инфицирования коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей, а также причинении вреда здоровью, что повлекло за собой временную нетрудоспособность. Теперь об эпидобстановке. За минувшие сутки в Якутии выявили 85 новых случаев коронавирусной инфекции. Якутск – 50, Мегино-Кангаласский район снова много заболевших – 24. Амгинский район – 4 случая, Нерюнгринский – 3, Вилюйский – 2. Единичные случаи в Верхоянском и Намском районах. За сутки региональные лаборатории провели свыше 1200 исследований на ковид. Теперь о темпах вакцинации. По состоянию на сегодня в Якутию поступило 132 тысячи доз препарата для профилактики коронавируса. Первый компонент ввели 107 тысячам, второй – 71,5 тысячи человек. Тем самым реализовано почти 82% от поступившей в регион вакцины. В Роспотребнадзоре посоветовали провести майские праздники за городом. В ведомстве также обратили внимание на то, что в жаркую погоду маски нужно менять чаще, так как они быстрее становятся влажными, выходят из строя защитный слой изделия и эффективность снижается. В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции отдых за городом или на даче – хорошее решение, так как прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования. При этом в Роспотребнадзоре напомнили, что большое скопление людей, даже вне помещений, является нежелательным и потенциально опасным, а многократное посещение гостей связано со значительным увеличением риска инфицирования. Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям совместно с волонтерами Победы Якутии запустили акцию «Георгиевская ленточка». Ежегодно к 9 мая ребята бесплатно раздают символы Победы. В этом году волонтеры реализуют более 20 тысяч заветных ленточек на главных площадях столицы. Также, по словам руководителя движения, в этом году волонтеры устроят праздничный парад Победы под окнами ветеранов Великой Отечественной войны. Мы понимаем то, что с каждым годом актуальность в сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне возрастает. А именно потому, что, например, на сегодняшний день участников, ветеранов Великой Отечественной войны всего-навсего осталось 52 человека. Поэтому ответственность за эту память ложится на нас, на молодежь. Айсан Николаев призвал якутян принять участие в конкурсе «Лидеры России». Регистрация продолжается. И по словам главы региона, это замечательный социальный лифт, который базируется на президентской платформе и поддержан всеми федеральными органами власти. «Лидеры России» – открытый конкурс для руководителей нового поколения. Его цель – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Заявки принимаются до 17 мая на сайте лидерыроссии.рф. Победители конкурса получат образовательный грант в размере 1 000 000 рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны. Власти Якутии предложили включить поддержку кочевого обучения в нацпроект образования. Кроме того, организацию образования детей, которые вместе с родителями ведут кочевой или полукочевой образ жизни. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минвостокразвития, Минпросвещения, Минтруду и Минфину России до конца мая проработать вопрос об источниках финансирования программы «Дети Арктики» и о возможности ее включения в государственную программу социально-экономического развития арктической зоны Российской Федерации. В Якутии за 3 года обустроили 30 общественных территорий. Так в Нюрбе модернизировали парк культуры и отдыха имени Сергея Васильева. В Покровске создали современное общественное пространство на набережной Лены и устроили крупнейший в Якутии экстрим-парк. В Жатае сформировали новый архитектурный ансамбль центральной площади с беседками, павильонами и сухим фонтаном. В этом году в Якутии преобразятся 7 общественных пространств. Одним из них станет суперкампус. Он объединит сразу 10 образовательных учреждений. Помимо общежитий на 4500 мест, там будут стадионы, кафе, магазины, коворкинги. В общем, все для комфортной жизни, учебы и работы. Чтобы люди, прошедшие...
Жители Якутска смогут заказать откачку талых вод через мобильное приложение. Такой метод взаимодействия горожан с коммунальщиками планируют внедрить в ближайшее время. Демо-версию программного продукта мэру Якутска Евгению Григорьеву презентовали разработчики компании SoftGrow. Сервис позволяет увидеть, какая спецтехника вышла на смену, ее месторасположение, маршрут и километраж движения. Любой руководитель, координирующий работу откачки, слива талых вод предприятия, сможет это проконтролировать. Для работы программы достаточно только смартфона. Также приложение позволит любому желающему сделать заказ на откачку лужи спецтехникой. В данное время тестовая версия доступна для Android. В скором времени она появится на iOS. Полную рабочую версию обещали представить во второй половине мая. 14-летнего Юрия Старновского знают многие нерюнгринцы. Юноша стал популярным благодаря своей игре на саксофоне. В теплую погоду исполнение музыканта можно услышать у торговых центров, в городских парках и скверах. С ним встретилась и пообщалась Екатерина Павлова. Сегодня в Нерюнгри нечасто можно попасть на живые выступления. В распоряжении у тех, кто желает приобщиться к музыке, лишь бездушная техника, вещающая через колонки. Искренний же и эмоциональный голос саксофона в руках Юрия напрямую говорит со слушателями на универсальном языке, близком и понятном каждому. Люди реагируют положительно, часто хвалят, останавливаются и порой даже такими средними толпами слушают. Ноты учат музыканта дисциплине, тренировке слуха. Музыка повлияла на внутреннее развитие подростка и его индивидуальный стиль. Был достаточно зажатый человек, но потом, благодаря нескольким людям, все же я вышел в свет. После я подумал, что я в принципе могу показать людям, что я могу, я существую. Один из единственных способов реализовать себя, выпустить свою душу. Саксофон именно как раз-таки и сделал меня таким, какой я есть. Родители поддерживают талантливого сына, но волнуются за него после осеннего инцидента. Тогда во время игры на саксофоне на главной площади города к парню подошел взрослый мужчина и просто ударил его электрошокером, объяснив это тем, что саксофон, видите ли, разбудил его. Суд оштрафовал агрессивного мужчину. А Юрий мечтает о том, чтобы музыка преображала общество в более гуманное, дарила улыбки и хорошее настроение. С музыкой и свяжу всю свою оставшуюся жизнь. Может быть, буду изучать композицию, что-то писать, может быть, просто стану исполнителем. Сегодня Юрий заканчивает 8 класс 15-й школы города Нерюнгри и последний 5-й класс детской школы искусств. Здесь юноша познакомился и с другими инструментами – кларнетом, фортепиано, но саксофон стал ближе и роднее всех. Мы видим его как музыканта, который пытается сам себя реализовать. Тоже исполнительство на улице, допустим. Какие-то моменты я, конечно, вношу, корректирую, чтобы что-то они играли там, направляю их на определенный репертуар, чтобы это понятно было людям. То, что он проявляет самостоятельность, это вид самообучения, так скажем. Когда человеку интересно, он познает все это, интересуется и в то же время развивается. Настоящие музыканты будут играть настоящую музыку. Те, кому есть что сказать, будут продолжать делать это на сцене или на улице. Самое главное, чтобы это было искренне, чтобы все высказанное имело душу. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. На этом выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание. Всего вам доброго и до свидания.